В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. Вначале озвучу основные темы уходящего дня. В Якутске прошла встреча якутских военных корреспондентов с российскими коллегами в рамках третьего антифашистского форума. Спикеры поделились уникальными материалами. В Якутии можно заключить социальный контракт для решения различных жизненных ситуаций, например, получения помощи в поиске работы. В литературном музее открылась персональная фотовыставка Василия Васильева-Харыскала. Узнаем подробности о выставке. Рисунок ученика Таинской школы украсит ракету-носитель «Союз-2.1». Арсан Гуляев принял участие в международном проекте. В преддверии юбилея города Ниринги началась серия исторических экскурсий. Музей истории подготовил уникальный выставочный проект. Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков принял участие в важном круглом столе, посвященном мерам поддержки участников СВО и их семей. Встреча с заместителем командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенантом Романом Грековым прошла в рамках третьего республиканского антифашистского форума. Он высоко оценил работу властей и общественности Якутии по поддержке вооруженных сил. Он отметил, что опорные пункты республики в зоне СВО стали не только логистическими центрами, но и центрами оказания технической помощи, а также выделил востребованность якутской техники, включая квадроциклы ИКТ «Сокол» и беспилотные летательные аппараты. Как выглядит спецоперация глазами бойцов и военных корреспондентов? Что преодолели участники СВО, чтобы противостоять врагу? На эти вопросы ответили федеральные спикеры, прибывшие на третий республиканский антифашистский форум. На площадках форума работала наш корреспондент Вероника Таюрская. Представители журналистского сообщества, специалисты образовательных и культурных учреждений собрались на встрече с федеральными военными корреспондентами. Приглашенные спикеры Ирина Ким и Сергей Гилашвили рассказали об особенностях работы в зоне проведения спецоперации. Работа у них действительно большая. Это в первую очередь ответственность. Опять же, нужно понимать, что наша работа, она связана с некоторыми рисками, да, именно для военнослужащих. Там нужно налаживать тесные, скажем так, взаимоотношения, чтобы не навредить в первую очередь именно военнослужащим. Не навредить не только военнослужащему, но и прежде всего самому себе. Вот один из постулатов, на котором держится работа военных корреспондентов в зоне проведения боевых действий. Собственно, работы журналистов и показали во время творческой встречи третьего антифашистского форума. Якутские СМИ очень тепло воспринимают вообще третий антифашистский форум. Они очень всей душой поддерживают идею специальной военной операции. И, насколько я понимаю, они вместе с волонтерами, вместе с участниками спецоперации душой и сердцем, и многих из них мы встречали уже прямо вблизи от передовой. К сожалению, прямо на передовую журналистов не пускают, в том числе даже, может быть, и военкоров самих, непосредственно туда, где рвутся снаряды. Но мы находимся вблизи, мы всегда освещаем ребят, которые находятся чем ближе к передовой, тем лучше. Показ материалов и обсуждение происходящего на поле боя не единственное, что ожидало участников форума. В соседнем зале психологов ожидал семинар от офицера Восточного военного округа Антона Полеева. Спикер отметил, что республиканские специалисты с первых дней помогают бойцам и их семьям. Наши психологи первыми с началом специальной военной операции начали принимать участие по работе по реабилитации, по профилактике и по коррекции психологического состояния самих участников специальной военной операции, также их близких. Думаю, по всей стране очень остро стоит вопрос реабилитации участника специальной военной операции и анализа влияния того, что происходит. Если военные психологи содействуют бойцам на передовой, то детям защитников Родины в тылу справиться со стрессом помогают школьные психологи. Проходящий во время форума семинар открыл для специалистов новые приемы в борьбе со стрессом. Очень рада, что лектор сам это непосредственно
человек-практик, который бывал на передовой. И мы все проявляем интерес. Ожидания очень большие, потому что количество детей, участников военной специальной операции увеличивается по школам, а порой специалисты, педагогический персонал, они не имеют каких-то инструментариев, подходов, техник, технологий. И поэтому мы ожидаем сегодня наполнить свою педагогическую, психологическую копилку. Антифашистский форум призван помочь в сохранении достоверной информации о прошлом и настоящем. А спикеры, выступающие на нем, рассказывают, как не допустить дезинформации в будущем. Вероника Таюрская, Айлита Махно, Якутск. Председатель Госсобрания Алтумен Алексей Еремеев провел рабочую встречу с жителями Намского Улуса, где в формате открытого диалога обсуждался законопроект о местном самоуправлении. Во встрече приняли участие главы муниципальных образований, депутаты районных и сельских советов, руководители предприятий, представители общественных организаций и широкой общественности района. В ходе мероприятия жители получили оперативные ответы на вопросы, входящие в компетенцию района. Особое внимание было уделено изменениям, касающимся порядка избрания глав районов и муниципальных образований, предусмотренным новым федеральным законом. Алексей Еремеев также предоставил исчерпывающую информацию о различных уровнях местного самоуправления, действующих в республике. По новой системе выборов глав муниципальных образований вопросы звучали. В целом я очень доволен их активной позицией. Почему? Потому что Намский Улус, он всегда позитивно настроенный, он идет вперед, очень неплохими темпами у него идет социально-экономическое развитие. И я думаю, что, в принципе, то, что сегодня они услышали, они получили полную, достоверную, правдивую информацию, и эту информацию они донесут до большинства населения своего родного Улуса, и это меня очень радует. В Якутии социальный контракт можно заключить для решения различных жизненных ситуаций. Одним из таких направлений является получение помощи в поиске работы в управлении соцзащиты. Подробнее о том, кто и как может заключить соцконтракт, в сюжете Тимура Колмогорова. Алена Аргунова вот уже 6 месяцев работает медсестрой в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере. Ранее она трудилась фельдшером, но с появлением ребенка ей пришлось сменить вид деятельности. Быстро и без проволочек найти новую профессию ей помог соцконтракт. Я узнала чисто случайно, что такая есть социальная защита, помощь получается. И подавала туда, и мне пришло положительный ответ. Хотела обучиться дальше, но подумала, что у меня маленький ребенок, поэтому я обучилась в другую специальность. И мне полностью оплатили учебу. По сей день работаю пятидневку, как я хотела, чтобы не до вечера, чтобы ночная смена не было. Соцконтракт могут заключить граждане с доходом ниже прожиточного минимума. При положительном ответе государство в помощь производит выплаты при подписании контракта и при поступлении на работу. Помимо этого, управление соцзащиты может оплатить обучение на срок до 3 месяцев. Эти выплаты он может потратить, к примеру, на прохождение первичного медосмотра, покупку какой-то форменной одежды, да, для дальнейшего трудоустройства, какого-то инвентаря, который ему необходим. За эти деньги он нам не отчитывается. Единственное, что по условиям договора он должен в течение 1 года после заключения контракта не увольняться, и через год мы запросим сведения о его заработной плате. Для заключения социального контракта заявителю необходимо предоставить паспорт, справку о доходах за 3 месяца, документы, подтверждающие родственные отношения и реквизиты лицевого счета через госуслуги, МФЦ, либо в управлении соцзащиты. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. Столовая средняя школа номер 39 имени Николая Шарина города Якутска получила звание лауреата престижного всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Федеральный этап конкурса, собравший участников из более чем 70 регионов России, проходил в городе Гатчино Ленинградской области. Якутию на федеральной площадке представляли победители регионального этапа. Среди них были повара школ номер 40 имени Михаила Николаева, номер 39 имени Николая Шарина, а также команда Табагинской школы. Повар участвовал
личном первенстве. Это проходило в закрытом помещении. У них было задание, черный ящик, определенный набор продуктов, все в разных условиях и готовили на время. Ну и жюри учитывало само блюдо, как повар работает. Очень много критерий было. Очень рады. Подтверждает, что мы работаем, стараемся. Ресторан национальной кухни «Тыгын Дархан» в Якутске представил новое дегустационное меню, призванное продемонстрировать современное гастрономическое прочтение богатой культуры и истории Якутии. Подробности о новом гастрономическом предложении в сюжете Софии Мельниковой. Работа над новым меню началась еще в мае. Команда решила объединить традиции 7 коренных народов Якутии и отправилась в экспедиции по улусам. По замыслу авторов, каждое блюдо связано с определенным народом. Так, например, салат амга, напоминающий теплое время года, создан на основе местных продуктов. Вот салат амга, это у нас получается, когда мы делали экспедицию в Амгу, изучали, какие именно свои региональные данные даст. Да? Мы туда включили миди. Миди означает то, что эта вода очень чистая. Соус сделали клубнично-сырно-сливочным, а также зелень. Особое внимание уделили подаче традиционных блюд. По словам шеф-повара, важно было сохранить вкус, знакомый с детства, но представить его по-новому, так, чтобы он вызвал эмоции и напоминал о доме. Для новых гостей через блюдо они также показывают историю нашей республики. Блюдо называется убагете, подается филе с картофелем, как вкус детства, да? Запекали на костре, на углях, и подача именно такой коробки, ощущение именно природы, да? Тайги, тундры, потому что у нас очень много гостей из разных стран, и мы хотели показать именно нашу тайгу, природу. Новый проект – это не просто смена меню, это уникальное путешествие по Якутии. В этой работе участвовали не только повара, но и ученые. С мая месяца мы его вынашивали, разрабатывали. Названия, допустим, разных народностей мы не с потолка брали, мы сотрудничали с учеными. Мы каждому гостю сейчас, пока тестовый режим у нас идет, даем каждому гостю анкету и собираем обратную связь. Меню продолжает находиться в разработке и позволяет шефам экспериментировать с рецептами, сохраняя традиции и атмосферу северной кухни. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск. В Якутии около 4000 волонтеров активно участвуют в культурной жизни региона. Они помогают в проведении различных мероприятий, а также оказывают поддержку семьям мобилизованных в рамках проекта «Культура спешит на помощь». Волонтеры культуры работают в швейных цехах, занимаются сортировкой вещей, организуют досуг и дежурят на горячей линии. Также они проводят тематические квесты для молодежи. Представители районов Якутска приняли участие в республиканском форуме волонтеров культуры, где получили новые знания для помощи учреждения культуры. Очень большое количество, 1900. С завтрашнего дня жители Якутии смогут увидеть на больших экранах военную драму «Вальс со смертью». Фильм, созданный 12-м каналом и волонтерами Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказывает о трагических судьбах советских граждан, переживших ужасы Великой Отечественной войны и оказавшихся в фашистских лагерях. Основанная на реальных исторических фактах и свидетельствах очевидцев, картина повествует о борьбе за выживание молодой балерине из Смоленска и других астарбайтеров, столкнувшихся с жестокими испытаниями, включая марш смерти. Выпускница балетной студии Ленинского района города Смоленск. Дорогие зрители, приходите на показы, потому что такие фильмы являются своего рода прививкой, что ли. Да, они тяжелые, они непростые, и смотреть это, может быть, даже не всегда приятно. Но такие фильмы нужны именно для этого, чтобы окунуться в этот ужас настолько, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах такие идеи больше в обществе и у людей не возникали. Жизнь и философия известного якутского прозаика Василия Васильева Харысхала через фотографии. В литературном музее открылась персональная фотовыставка, посвященная 75-летию народного писателя. На 7 портретах, выставленных в музее, запечатлена не просто природа родного для Василия Харысхала Амгинского района, но и его душа. Съемка проходила в 2 деревнях, которые так значимы для прозаика.
Мэндиги и Самарсун. Серия включает в себя 20 фотографий, сделанные летом 2020 года. Напомню, Василий Васильев Харысхал известен произведением «Кюстюк», драмой «Далекая», «Близкая война» и пьесой «Амага сас этте». В 2020 году меня и моего друга Гаврила Андросова Василий Егорович пригласил себе в гости. Это село Мэндиги, где он жил, Амгинский улус. И по приезду в Амгинский улус он нам показал все значимые места, но это вот исторические, это места, связанные с гражданской войной, также места очень близкие ему, то есть места, где жили его родители, где он в детстве и юности ходил, что-то делал. Также в честь 75-летия со дня рождения известного драматурга Якутии Василия Харысхала состоялся круглый стол. Гости обсудили произведения писателя, его спектакли и постановки на сцене Саха-театра. А также были затронуты темы о его вкладе в якутскую литературу и культуру и значение его произведения для современного поколения. В мероприятии приняли участие соратники Харысхала по его документальным работам и поездкам, общественные деятели, писатели, режиссеры и земляки. Эта дата для нас, для тех людей, которые вместе с ним вошел в литературу, очень важна, поскольку Василий Егорович был тем человеком, который, возможно, лучше всех нас воплотил те надежды, те чаяния, которые мы возлагали на литературу, на собственное творчество. Очень много работал над исторической документалистикой. Рисунок ученика Таинской школы украсит обшивку ракетоносителя «Союз-2.1». Арсан Гуляев стал одним из участников проекта «Ракета мечты», в рамках которого дети с онкологическими заболеваниями из 13 стран создали свои шедевры. Обо всех подробностях расскажет Анастасия Поляева. Арсан Гуляев, участник проекта «Ракета мечты», нарисовал рыжего кота в скафандре. Вопрос о том, что изобразить, стоял недолго. Почти сразу был выбран любимый домашний питомец – Персик. Я его очень люблю и скучаю по нему. Он всегда был ворчливым, любил лежать на наших книгах, когда мы делали уроки. Охотился на птиц, не любил, когда его ласкают, любил лежать в коробках. О самом проекте семья узнала совершенно случайно. В январе текущего года Арсан приехал в Москву на обследование после перенесенной операции по трансплантации костного мозга. Там же и произошло знакомство с благотворительным фондом «Юнити» и космонавтом Сергеем Куть-Сверчковым. Провели вот этот конкурс рисунков, и мы, долго не думая, сразу нарисовали нашего кота. И когда мы почти закончили рисунок, к нам заходит этот космонавт Сергей и говорит, что вы нарисовали моего кота. Кстати, его зовут тоже Персик. И мне кажется, вот это все обстоятельства и случайности не случайно. Рисунок кота Персика отправится в космос, а самого Арсана пригласили на космодром Байконур, чтобы лично присутствовать при запуске ракеты-носителя, на которой впервые нанесены детские рисунки. Я рад и очень удивлен. Вообще не ожидал этого. Я очень благодарен фонду и моим врачам. Даже не знаю, как их благодарить за это. Проект «Ракета мечты» реализован при содействии благотворительного фонда «Юнити» и Роскосмоса. Его главная цель – дать детям возможность увидеть свои мечты реализованными в космосе и привлечь внимание к проблеме онкологии через искусство и науку. Анастасия Пуляева, Якутск. Богдан Неустроев, студент второго курса Якутского медколледжа, завоевал серебро в компетенции зубной техник на финале национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс» среди людей с инвалидностью. Он продемонстрировал высокий уровень мастерства, преодолев региональный этап и показав отличные результаты в национальном финале, где соревновался с 6 участниками. Богдан отметил, что самым сложным испытанием стали неожиданные изменения в конкурсном задании, но благодаря подготовке под руководством наставника он справился с вызовом. Студент планирует продолжить обучение в медицинском институте по специальности стоматолог и уже получил приглашение участвовать в следующем чемпионате.
В преддверии юбилея города Нерюнгри началась серия исторических экскурсий. Музей истории освоения Южной Якутии имени Ивана Ивановича Пьянкова подготовил уникальный выставочный проект, на котором можно узнать историю возникновения и развития города Нерюнгри. На открытии проекта под названием «Нерюнгри. Путь длиной в полвека» присутствовали и наши коллеги. В 1970-х годах на всесоюзную ударную комсомольскую стройку со всех уголков нашей необъятной страны съезжались молодые строители. Из-за большого потока желающих принять участие в строительстве Южно-Якутского территориально-производственного комплекса молодым первостроителям пришлось жить в многоместных армейских палатках. Музей истории освоения Южной Якутии переносит своих посетителей в прошлое. На торжественный митинг 15 июля 1975 года, посвященный закладке нового города в годы большой стройки, и 6 ноября 1975, когда рабочий поселок Нерюнгри был преобразован в город. Эта экспозиция, это, я вам скажу, вот прям честно, до слез. В памяти сразу вспоминается все, что как было, как строили, как бегали, все это. Не считались ни со временем, ни с погодными условиями. Я отношусь к категории наиболее молодых первостроителей. И таких у нас немало, скажу, которые, будучи еще даже в школе, мы все свои каникулы работали, потому что просто была в этом необходимость. На выставочном проекте мы наблюдаем историю возникновения и развития города. Узнаем о первопроходцах Южно-Якутского ТПК, геологах, проектировщиках, строителях. О героической работе тысяч людей в дикой тайге, людей самоотверженных, не боящихся трудностей и лишений. Выставочный проект включает в себя два зала. В первом зале мы видим быт первостроителей, начало строительства ЮЕТПК, начало строительства города. И во втором зале мы попытались сделать актовый зал 70-х годов. Все в красном цвете, в таком кумаче, в той атмосфере, когда проходили вот эти торжественные партийные собрания. На торжественном собрании открытия выставки прозвучали слова благодарности первостроителям, поздравления. Также были отмечены наградами сотрудники музея за многолетний труд и верность профессии. Выставочный проект «Нерюнгри. Путь длиной в полвека» будет работать до 15 декабря. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Ленске прошла ночь искусств, собравшая множество горожан, желающих прикоснуться к миру творчества. В этот день музей города подготовил насыщенную программу. Гости могли отправиться на обзорные экскурсии, принять участие в увлекательных мастер-классах от художников. Подробности далее. В этот вечер гостей встречали герои из различных мультфильмов: Айболит, Смурфики, Шрек и русские красавицы из «Летучего корабля». В ярких красочных костюмах они друг за другом прошли по главному залу, зовя гостей за собой на развлекательную программу. Оформили стилистики мультипликации, анимации. Вот в фойе оформили квартиру дяди Федора из Простоквашино. Оформили выставки, посвященные советской мультипликации. На творческих площадках для гостей были проведены различные мастер-классы. Особый интерес вызвал по традиционным ремеслам. Здесь каждый мог попробовать научиться ткать. Училась ткать дорожку, видимо. Впечатления незабываемые, непередаваемые, потому что непривычно и необычно. Сложно? Если, навык появится, то это несложно. Известный художник Владимир Балаев провел для детей мастер-класс по живописи. Темой стали животные и птицы Ленского района. Я сам анималист, люблю животных рисовать. Вот ребятишки приобщаются. Заодно они познают и родную природу. Какие у нас тут водятся птички, какие бабочки, уточки, растения и так далее. Владимир Анатольевич подготовил для ребят краски и мелки. Каждый выбирал картину по желанию. Рисовали по особой технике с растушевкой. Заинтересованных было много. Мне очень понравился этот рисунок, потому что он яркий. Я использую все, и мелки, и карандаши в этом рисунке я захотела. Я люблю развиваться, разные эти мастер-классы. Здесь всегда интересно, я всегда посещаю ночи в музее. В соседнем зале для ребят была организована еще одна творческая зона. Здесь тоже каждый мог представить себя в роли художника. Мы рисуем медиаторов. Делаем им разные волосы из разных цветов, рисуем им глаза, рот и делаем им всякие аксессуары.
Также гости приняли участие в квесте, поиграли в настольные игры, попили чай со сладостями. Мероприятие затянулось до позднего вечера. Столько хотелось успеть и рассказать, и сделать. И в музее состоялась настоящая ночь искусств. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.